передаче «Таланты Гагаузии». И сегодня у нас в студии Александр Узун. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, солист экс-группы Кент Парк. Александр, расскажите нам, пожалуйста, нам известно, что вы играете на электронной гитаре. Это так? Вообще играю на гитаре. Электронной? На разных. Когда первый раз попала вам гитара? Гитара попала мне около 6 лет назад, первый раз. Попала от брата. Он играл, пришел в гости с Кишинева в Камрат. И так, трогал, смотрел, примечал там что-то. Опять почти когда я начал играть. Скажите нам, пожалуйста, когда вы начали свою творческую деятельность? Ну, писать стихи я очень давно начал. Не знаю, лет, наверное, 11 было, 12. Я как бы писал, сжигал, писал, рвал, писал, выкидывал. Вот, а уже, когда появилась гитара, тогда уже начались более серьезные стихи. Скажите, а кто пишет музыку и слова для ваших композиций? И сколько вообще у вас песен? Ну, и слова, и музыку пишу я, в аккордовом варианте, под гитару. А всего песен, не знаю, наверное, где-то 40 сейчас есть готовых. Все остальное там, куча черновых еще, над которым нужно еще работать. Когда вы снимали ваш первый клип, кто вообще придумал идею клипа и кто снимал, кто вам помогал? Потому что, насколько известно, сегодня снять клип это достаточно большие деньги нужны. На самом деле вообще недорого. Все делалось на чистом энтузиазме. Там были какие-то, конечно, затраты ничтожные, по меркам съемок клипов вообще. Помогал там отец с транспортом, с какими-то там деньгами. Так, снимал Сережа Георгиев и Артем Запорож, снимали они как бы, просто помогли нам. А что было самое сложное при снятии клипа? Разгружать колонки, барабаны, таскать все это, устанавливать, потом снимать. Как давно распалась ваша группа и почему? Распалась около 2 месяцев назад из-за разногласий из-за разногласий в коллективе группы. Вот. Каждый слушает какие-то свои определенные стили рока. Кто-то хочет играть тяжелее, кто-то наоборот. Что повлияло на распад группы? У нас была одна репетиция последняя, не очень удачная. Ничего у нас не получалось. От меня они не видели то, что должны были видеть. Какое-то там, не знаю, желание играть вообще. Вот после распада группы вы собираетесь петь сольно? Скорее всего, больше да, чем нет. Собираюсь. И направление, в стилях не будет ограничений вообще. То есть будет и рок, и регги, и рэп, и даже может быть поп вообще, все что угодно может быть. Какими проблемами на сегодняшний день, исходя из вашего опыта, сталкивается творческая личность в Гагаузии? В Гагаузии, как и в любых других странах, городах, творческая личность, наверное, сталкивается с проблемой непонимания, в первую очередь, неправильной реакции на человека. Именно публики или своих же? Нет, всех. Людей по улице, публики, может быть, даже. Там, не знаю, коллег, одногруппников, одногруппниц, учеников, кто учится с ними, короче, все. Чтобы что-нибудь произошло, сначала кто-то должен умереть. Иначе жизнь так и будет идти дальше, как будто все в порядке. Нет, всегда кто-то должен сначала умереть. И вот тогда все вдруг очнутся. Но будет уже слишком поздно. Поэтому кто-то должен умереть.
что дальше меня уносит. На поле задыхаясь, меня кидает, с колена поднимаясь, играет с судьбами, разбитыми сердцами. Мы слезы ненависть, об стенку кулаками. И не изменишь того, что было больше, и не вернешь того, кто всех дороже. И те, кто были любимы, лежат под крестами. И бледно-серые лица всплывают перед глазами. И в черно-белых снах всегда я рядом с ними. Не очень больно за них, ведь были молодыми. Любили матушку жизнь, были всегда живыми. Казалось, смерть придет за всеми, но не за ними. И на разбитых лицах не увидишь ты улыбок, боль прожитых дней страшнее сотни пыток. Закрой глаза, зажми в кулак ладони, жизнь словно война. Знакомая до боли, так иди, солдат. Зовет тебя природа, выполняй приказ. Смерть твоя свобода. Я, наверное, не первый, кого накрыла тенью. Я не могу понять балом, почему хотение. Со стволом в руках прошу за все прощения. Хотя и знаю, страшный грех сложнее преступления. И я надеюсь, увидишь внутри единый зритель. Как мозги текут по стенке, где же ты, спаситель? Хотя зачем? Зачем я жду свищи ответа? Не так, как крики пустоту, когда столба ответа. Еще отчаяние, словами не опишешь. Ну давай не поймешь, но час, наверное, узкие сжаты руки и дрожат колени. И тот, кто на заборе напишет имя Кенни. И мы знаем, что он смерть снова не отделим, что судьбой он больше всех любим, что живет. Ну, за то время, сколько вы сидите на студии, нам удалось понять, что вы необычный юноша. И как вы собираетесь дальше выживать? Вообще петь намерены дальше? Больше да, чем нет. И еще для меня очень важно, что я пел не просто так куда-то, что там друзья, кто-то подходил и сказал: о, какой ты молодец, вот так, ну не знаю что. Что если это хорошо, чтобы об этом узнало максимальное количество людей. А как вы определите качество? Или, так скажем, как вы определите уровень своих песен? Достойны они зрителей или недостойны? Сами по себе. Ну, я приведу даже пример. Наш клип как-то попал на... Есть канал A1, если знаете, первый альтернативный. И мы скинули на их, ну, ВКонтакте, короче, к ним в группу это видео, и там написали. Уровень клипа, можно сказать, никакой. Вот поэтому, если делать, нужно делать это, не знаю, хотя бы на одной планке со всеми остальными. И даже, может быть, лучше делать. Ну, как вы думаете, у нас в условиях наших сегодняшних возможно сделать клип, который бы соревновался бы с Да, российским? возможно, и даже скажу больше, если иметь мозги и руки, то уже много чего можно сделать. Достаточно просто иметь хороший фотоаппарат зеркальный, который снимает видео в HD. Вот. И мозги и руки. Умирать с молодым, растопырь глаза. Зажми в кулак ладони, жизнь словно война. Знакомая до боли, так иди, солдат. Зовет тебя природа, выполняй приказ. Смерть твоя свобода, растопырь глаза. Зажми в кулак ладони, жизнь словно война. Знакомая до боли, так иди, солдат. Зовет тебя природа, выполняй приказ. Смерть твоя свобода. Скажите, видите ли вы перспективу развития именно в музыкальном направлении у нас здесь, в Гагаузии? Ну, перспектива, она здесь, как и в другом любом месте, по-любому есть. Но стоит ли делать только для Гагаузии, не уверен. По мне так, чем больше людей будет тебя знать и слушать, то тем лучше. То есть мне важно передать мои идеи как можно большему количеству народа. Да, вот. Если они чего-то стоят, конечно. Да, если вот еще такой вопрос. А что вы раскрываете в своем творчестве? Кому посвящены песни? Чего вы касаетесь, раскрывая? Ну, то, что кому-то удалось там в интернете послушать, это, в принципе, когда ничтожная маленькая часть всех песен. Ну, вообще у меня много песен, которые еще никто вообще не слушал. Там идет больше философия, религия, не знаю. Короче, более философско-религиозные, наверное, такие песни у меня большинство. Хорошо, вот если бы вы были писателем, я бы спросила, кто ваша муза. А вот вы музыкант. Вот, кстати, про музу
последней песне моей я написал там пару строк про музу. Могу как-то зачитать. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Зачитывайте. Так. Музы нет уже давно, я задушил ее в углу. Ваши вопросы, муза, кто вы, что тут прете вы к чему? И нет уже давно, я задушил ее в углу. И что хочу, то говорю, я в чем тону, о том пишу, я кем живу, о тех пою, и мне муза ни к чему, что такое. Ну, на данный момент чем вы занимаетесь, кроме музыки? На данный момент учусь в Камрадском университете. На скульптуре. Так, работаю в театре, камрадском актером. Как Что еще делаю? Работаете в театре? Год и месяц. То, что вы пишете вот, и поете в своих песнях, они как-то основаны на реальных событиях или это чисто все основаны на реальных событиях. Каких-то философских, которые просто идут уже на размышления, ну, которые тоже связаны с какими-то фактами. Александр, хорошо, о творчестве. Скажите, а чем вы увлекаетесь вообще, кроме творчества? Я? Ну, мне нравится вообще, как бы даже не глупо звучало, читать. Ну, книжки я не читаю вообще. То есть я в интернете постоянно там какую-то информацию изучаю, пополняю свой багажник. Скажите, знаниями. Какие направления вас интересуют больше всего? Ну, буддизм, индуизм, христианство. Это больше связано не с религией, а больше как философия меня интересует этим. Хорошо, Александр, спасибо большое. За то время, пока вы побывали у нас в студии, мы поняли, что вы достаточно необычный юноша. Спасибо вам большое, что посетили нас. Всего доброго.